Уважаемые коллеги, добрый день. Буквально одну секунду, я запущу презентацию. Немного расскажу о нашем межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня «Север. Территория устойчивого развития», который стал участником, победил в конкурсе заявок в июле 2021 года. И сейчас мы ведем свою деятельность для того, чтобы ускорять трансфер технологий и реализовывать те научно-исследовательские работы, которые необходимы нашим индустриальным партнерам по тематикам, пересекающимся с деятельностью НОЦ. Как я уже сказал, наша миссия – это именно ускорение трансфера технологий, знаний, кадров в различные отрасли экономики северных регионов. Мы единственный НОЦ, который находится на северо-востоке нашей страны. Вызовы и основные фокусы, с которыми мы работаем, это прежде всего демографические проблемы в Арктике и Субарктике, это проблемы устойчивости легкоранимых северных экосистем, это различные социально-экономические и инфраструктурные проблемы, и изменение климата, деградация вечной мерзлоты, замедление темпов воспроизводства минерально-сырьевой базы. Если говорить о НОЦ в цифрах, то на текущий момент времени он состоит из 5 регионов, это Республика Саха-Якутия, Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области и Чукотский автономный округ. Наша деятельность ведется по 5 направлениям, по 5 кластерам, которые объединяют 9 технологических проектов. И в рамках наших проектов действует 19 научных организаций, 10 федеральных университетов, 18 компаний реального сектора. Если бы вы посмотрели на нашу статистику, например, в начале года, то вы бы увидели, что данные отличаются. Дело в том, что мы постоянно вовлекаем новых партнеров, поскольку тематики наши безграничны, и интерес к ним с учетом текущей ситуации все больше возрастает. Поэтому думаю, что если мы встретимся уже на другом совещании, количество наших партнеров может быть увеличено, может быть, как раз благодаря ТПРФ. Да, коллеги, если говорить о партнерстве, то здесь основные категории, они исчисляются, категории выделяются по направлению индустриальные партнеры, это финансирование разработок, внедрение производства, выход на мировой уровень. Это научные организации, научная разработка тех решений, которые решают проблемы индустриальных партнеров, трансфер технологий в интересах партнеров. Это образовательные организации, которые готовят, развивают компетенции для работы на новых технологиях непосредственно уже на предприятиях и у индустриальных партнеров. И это, конечно же, институты развития, которые на текущий момент времени уже обладают компетенцией по технологическому брокериджу, аналитическим исследованиям, проведению, оформлению патентов, подготовки заявок на инвестиции в НИОКР и так далее, и также вовлекаются в деятельность нашего НОЦ, помогают и, собственно, являются незаменимыми участниками нашей программы. Как я уже сказал, наша деятельность ведется по 5 направлениям, 5 кластерам. Это комплексное энергообеспечение и новые энергоносители. В данном кластере у нас есть один проект, и основная тематика мероприятий проекта связана с новыми источниками, альтернативными источниками энергии. Это и водородная энергетика, это и солнечные батареи, и ветрогенераторы. Второй кластер – это рациональное природопользование в криолитозоне. Самый большой наш кластер, который объединяет сразу 4 технологических проектов, начиная от работ с твердыми полезными ископаемыми и заканчивая получением, транспортировкой, хранением и применением гелия. Третий кластер – это технологии хозяйственной деятельности в криолитозоне и новые материалы. Все, что связано с эксплуатацией зданий, сооружений в условиях Арктики, либо в условиях супернизких температур, а также новые компоненты, которые являются более прочными и могут работать более долгий промежуток времени. Все это ложится в основу технологического проекта данного кластера. Четвертый кластер – это биотехнологии, медицина и здравоохранение в Арктике. Использование флоры и фауны для того, чтобы улучшать здоровье людей, которые живут на северо-востоке нашей страны, которые живут в Арктике. Вот
то, на что направлены проекты данного кластера. Ну и, наконец, последний кластер – это технологии обеспечения социальной стабильности. Человек в Арктике, так мы его коротко называем, он изучает проблемы социальной миграции, проблемы социальной устойчивости, в общем, все процессы, которые связаны с поведением человека, с его восприятием, с его эффективностью при ведении деятельности в арктических территориях. По результатам 2021 года у нас есть определенные достижения. Более 470 статей были опубликованы в журналах мирового уровня и признаны международным экспертным сообществом. Было запатентовано 36 изобретений, и 11 технологий были даже внедрены непосредственно на площадках индустриальных партнеров. Под эти технологии было создано более 50 рабочих мест, ну и, собственно, большие объемы внебюджетного софинансирования на текущий момент привлекаются для того, чтобы наука, образование и индустриальные партнеры двигались вместе и развивали этот блок. Если не говорить о цифрах, а говорить о конкретных фактах, о конкретных технологиях, которые были запущены, то прежде всего это, конечно же, технологии, связанные с стройкой. Это эластомерный материал на основе бутадиен-стирольного каучука. Это технологии обеспечения надежности сварных конструкций в условиях низких температур. Это различного рода промышленные установки по разделению попутного газа. Ну и, конечно же, одно из ключевых достижений 2021 года – это препарат бетукладин на основе экстракта арктического лишайника. Его использовали уже в 2021 году более 4000 для людей, которые перенесли коронавирус, и планируется выйти на производственные мощности около 5 миллионов доз в год. Почему с нами интересно работать индустриальным партнером? Потому что с этого года мы запустили специальную программу по софинансированию. Партнер либо заявляется под уже существующую тематику в нашей программе и софинансирует разработки, в которых он заинтересован, либо выступает с предложением по проработке собственной тематики. В зависимости от этого мы можем софинансировать со стороны региона или со стороны федерального гранта размер суммы от 30 до 70%. Это делает нас довольно интересными и создает новые партнерские цепочки, и я думаю, что такое преимущество также могло бы быть интересным партнером, с которыми мы сможем познакомиться в рамках деятельности с ТПП РФ. В общем-то, все, что было озвучено в предыдущем докладе, нам очень интересно, и мы бы хотели поскорее войти в пул тех НОЦ, которые на текущий момент времени сотрудничают с торгово-промышленными палатами. На этом у меня все. Коллеги, буду рад ответить на вопросы.